Нету такого понятия дресс-код. Есть такое понятие, как традиции. В последнее время на национальную одежду все больше интересы, все больше возрастает. Одевать насильно национальное платье у восточных женщин это не принято. Мадам, госпожа сидит тоже в национальном платье. У меня здесь вот представительно красивая женщина сидит, тоже красивым, напоминающей туркменскую одежду. Вот скажите вы сами, разве она не красивая? Она красивая. Туркменская национальная одежда – одна из самых красивых одежд в мире. Покажите мне одного человека, которому заставили одеть национальное платье. Наши женщины любят свою одежду, это наша национальная одежда. Мы вообще их не заставляем. Я знаю, откуда такие сведения идут, я понимаю, но опять-таки нужно говорить по существу, что есть на самом деле. Когда вы задаете вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы по существу, а не где-то что-то услышали или кто-то что-то сказал. Я не понимаю. Честно скажу, мы не гонимся за статистикой. Женщина занимается любящим своим делом. Никогда и нигде женщины, скажу так, в краю нету, где они стоят где-то с краю, такого у нас нету. В туркменской семье невестка должна понимать без слов, что делать, предугадывать желания по взгляду, понимать жесты, быть смышленой. Испокон веков женщина всегда советник, она идет рядом со своим мужем, со своим избранником. У нас нету такого, чтобы отдельно, что где мужчины и женщины. В конце концов, добро пожаловать в Туркменистан, вы всегда можете приехать и увидеть собственными глазами. Вы приезжайте к нам, и вы сами увидите своими глазами.